Всем доброго утра, отличного настроения. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Как обещали, начали новый сезон бодро, в хорошем настроении. Надеюсь, вы тоже начинаете рабочую неделю. Второй день сегодня рабочий, должен быть еще более инициативным, еще более продуктивным и, как всегда, с хорошим настроением и последними новостями от нас. Кстати, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, с удовольствием делимся отличными новостями, хорошими советами, ну и того, что вы могли пропустить в утреннем эфире, собираясь на работу. Ну а сегодня 16 сентября, вторник. Давайте начнем с прогноза погоды. Итак, в центральных районах сегодня 4-5 градусов тепла, в Заречной группе +1, +7. В южных 4-5 выше 0, в Вилюйской группе +1, +2, в Западной -2, +2. В Калмыцкой группе Улусов -6, +7. В Янских 1-5 градусов тепла, на северо-западе от -2 до +2 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура составила 7 градусов выше 0, атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, но температура пока еще очень комфортная, 11-13 градусов выше 0. Ну и такие уже, смотри, кадры золотые, да, осеннего города. Всегда приятно посмотреть. Да, ну а тем временем в России предложили платить за занятия спортом на улицах. По мнению депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивлева, поощрять стоит, например, пробежки, велопрогулки и скандинавскую ходьбу. 50 рублей за каждый километр. Ну, слушай, ну, с одной стороны, вот мелочь, да, а вот людям, которые не могут себя смотивировать, то, чтобы начать там бегать, да, по утрам, проходить хотя бы пешком, там, скандинавская ходьба, да, еще что-то, по-моему, это отличная инициатива. То есть убедить себя выйти на улицу, особенно в Санкт-Петербурге, где достаточно осенью очень неприятно, такой, зато мне за это заплатят, и я еще и похудею. Набрать нужные километры, чтобы заработать денежку, ну, против ветра будет очень сложно. Ну, научно доказано, что всего 10 минут утренней физической активности значительно повышает продуктивность, улучшает настроение и укрепляет здоровье. Мы постоянно об этом говорим. Надеюсь, мы вас уже убедили, у себя, по крайней мере, точно. Поэтому делаем вместе зарядку. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня мы будем работать на воркаут-площадке. Это спортивные объекты в нашем городе, где может заниматься каждый желающий абсолютно бесплатно. Первое упражнение выполняем гиперэкстензия. В этом тренажере очень важно выбрать положение по росту. У меня по росту подходит первая ступенька. Стопы я четко упираю в перекладину заднюю. Тазовые кости лежат по верхнему краю. То есть у меня не должно быть вот такого положения. Я стою на первую ступеньку, делаю вдох. На вдохе я опускаюсь, растягиваю поясничные мышцы. И на выдохе я до ровного положения поднимаюсь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Важно не переразгибаться. Ни в коем случае мы не должны переразгибать поясничный отдел. Иначе мы получим травму. В этом тренажере мы хорошо укрепляем наш поясничный отдел. Мышцы кора. Напоминаю, это тренажер гиперэкстензия на проработку мышц поясничного отдела. Важно не переразгибать поясничный отдел и подобрать четко ровное положение по росту. Следующее упражнение на проработку мышц пресса. Выполняем его в тренажере в висе. В этом тренажере очень важно зафиксировать локтевые суставы по рукояткам, обхватить наши поручни и вытянуть корпус. Делаем вдох, ножки вместе, коленочки подтягиваем к корпусу до 90 градусов. На выдохе мы отпустили. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно, чтобы корпус, задняя часть спины крепко прилегала к спинке. Выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Это был упрощенный вариант. Сейчас мы покажем более сложный вариант с прямыми ногами. То же самое, плотно фиксируем наш корпус, делаем вдох, на выдохе мы ножки прямые подтягиваем до 90 градусов. Выдох, выдох, вдох. Важно поясничный отдел не отрывать.
Главное не упустить еще возможность позаниматься на улице, правда, прогуляться, если есть желание и время перед работой. По-моему, это отличный тоже способ активности. Просыпайтесь, дарите всем улыбки, хорошее настроение, погода и комфортная среда, так сказать, еще пока к этому располагает, потому что скоро похолодает. Ну, а прямо сейчас, для того, чтобы быть не только бодрыми, но и иметь тему для разговора с утра с коллегами, давайте посмотрим последние новости. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Айсан Николаев поставил новые задачи перед руководством правительства Якутии. Центральной темой обсуждения пленарного совещания стало участие региона в реализации федеральных решений и стратегических инициатив. Особое внимание уделили утвержденному распоряжению правительства России комплексному плану развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры страны до 1936 года. Документ охватывает более 280 проектов, из которых 21 объект реализуется на территории Якутии. Безопасность детей превыше всего. С наступлением осени ГИБДД начало проводить усиленные рейды на дорогах Якутска. В особенности сотрудниками службы проверяются водители с детьми до 7 лет, перевозка которых в автомобиле разрешена строго с использованием автокресла. Рейды проводятся с раннего утра неподалеку от детских садов, а также на оживленных путях. Для нарушителей ПДД, у которых дети не пристегнуты специальным автокреслом, предусмотрен административный штраф 3000 рублей для родителей и родственников, 25 тысяч для должностных и 100 тысяч рублей для юридических лиц. А теперь официально запрещено использовать любые фиксаторы, накладки, треугольники, лямки и заменители кресел. Если раньше таковые продавались как допущенные, то теперь за них штраф такой же, как за отсутствие автокресла. Теперь разрешено только одно – это детское удерживающее устройство. По возрасту автолюльки, автокресла и бустеры сертифицированные и соответствующие росту и весу ребенка. На днях в Центре духовности Горного района открылась выставка гончарного ремесла сестер Никифоровых Моровод, посвященная 5-летию студии керамики. Ключевым событием мероприятия стала передача копии старинного керамического сосуда в Музей Октябрьского наследия. Осколок первоначального сосуда был найден в 2012 году местным охотником Константином Жирковым. В 2021-м экспедиция под руководством известного этнографа и археолога Розалии Бравиной провела обширные исследования и обнаружила дополнительные фрагменты различных сосудов. Важным событием сегодняшнего мероприятия, конечно же, стала передача глиняного сосуда. Это реплика сосуда 19 века, и передается он в Музей Октябрьского наследия, в свою историческую родину. И мы считаем, что нынешний год объявлен годом исторической памяти нашим министром культуры Афанасием Ивановичем. И как раз очень уместно стало сегодняшнее событие. Считаем, что развитие глиняного творчества и ремесла в нашем горном улусе будет иметь перспективы. С рабочим визитом Нюрбинский район посетил первый заместитель министра спорта республики Гаврил Махначевский, где ознакомился с ходом подготовки к проведению одних из самых масштабных соревнований республики. Уже в этом году начались строительство стадиона с трибунами на 3000 посадочных мест, с легкоатлетическим манежем и спортивного комплекса в Нюрбе, а также спорткомплекс в селе Чапанда. Отмечу, на спортивных играх народов Якутии в 2027 году будут включены 16 олимпийских видов спорта, а площадки для них будут возведены в 5 поселениях Нюрбинского района. В первую очередь, конечно, мы посмотрели это по направлению строительства. То есть здесь на сегодня строится несколько объектов, которые будут основными объектами для проведения 9-х спортивных игр Якутии. Я скажу, что сейчас уже будет в рамках и по рабочему плану Организационного комитета игр будет приезжать и осмотреть те рабочие комиссии, которые будут работать по своим направлениям. Мы каждый раз задаемся вопросом, кто же просыпается вместе с нами. И нашли ответы, и с удовольствием с ним поделимся с вами. Итак, исследование. 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на час позже. Еще 9% респондентов предпочли бы приступить к работе на 2 часа позже, сообщает газета «Известия».
Ну, а, соответственно, 5% на 3 и более часов позже. Вместе с тем 45% опрошенных полностью довольны своим нынешним графиком и не хотели бы его менять. Аналитики отметили, что на тенденцию к смещению начала рабочего дня на позднее время могло повлиять изменение ритма жизни в больших городах и развитие удаленных форматов работы. Помимо этого, опрос показал, что многие россияне, 62%, работают по стандартному пятидневному графику 5 на 2. График 2 на 2 предпочитают 7% граждан Российской Федерации. График 6 на 1 – 5%. О желании работать по сменному графику заявили 11% респондентов. По вахтовому методу работать 4%. Что касается времени начала рабочего дня, наиболее популярными вариантами оказались 9 утра 33%, 8 утра 29% респондентов и 10 утра начинают работать 7% участников исследования, а в 7:00 – 10%. Ранние подъемы до 6 утра характерны для 5 работающих россиян. Ну, прям как для нас. Ну, не для 5, а для 5%. А то я думал, это я, ты и наша команда. Прости, да, 5%, уважаемые зрители. По словам аналитиков, опрос продемонстрировал разнообразие рабочих графиков в современной России, а также увеличивающийся интерес к гибкому подходу при организации рабочего времени. Ну, согласись, что приятно, ты такой сидишь и такой думаешь, я вхожу в 5%, только 5% россиян встает так же, как я, до 6 утра. С 16 по 19 ноября якутяне станут площадкой 4-го международного библиографического конгресса «Библиография в сохранении культурного наследия и языкового многообразия народов мира» в рамках мероприятий, посвященных столетию Национальной библиотеки Якутии. В форуме примут участие эксперты из 14 стран и 85 регионов России, чтобы обсудить ключевые тенденции развития библиографии и роль библиотек в эпоху цифровизации. Сегодня у нас в студии Наумова Раиса Вячеславовна, директор Хабаровской краевой детской библиотеки имени Николая Дмитриевича Наволочкина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конгресс это всегда очень интересно. Вы участвуете в 4-м международном библиографическом конгрессе, который проходит в Национальной библиотеке Республики. Как вы оцените значение этого события для профессионального сообщества и библиотек Дальнего Востока? Вы знаете, мне очень повезло, потому что я была участником 1-го международного библиографического конгресса в Санкт-Петербурге. И тогда для нас, специалистов, это был, конечно, огромный, грандиозный форум профессиональный именно для узкого специалиста. И в этом году это для нас радость необыкновенная. Конгресс, самый значимый форум в библиотечной сфере России, это проходит на якутской земле, в столице Республики Саха-Якутия, и собрал такое количество ведущих специалистов. И для нас, для практиков, библиографов Дальнего Востока России, это имеет огромную и практическую, и научную ценность, потому что мы погружаемся, вот представьте, 4 дня, 13 научных секций. Направлений в библиографии очень много. Что такое библиограф? Это лоцман книжных морей, это разведчик книжных недр. Вообще, профессия библиографии чрезвычайно интересная, она высокоинтеллектуальная, и на сегодня она имеет особое актуальное значение, потому что мы находимся в бесконечном, безбрежном информационном пространстве. И вот специалисты-библиографы помогают вам в этом пространстве ориентироваться оперативно и быстро. Но, Раиса Вячеславовна, вы сами много лет проработали библиографом в библиотеке Дальнего Востока, а теперь возглавляете Хабаровскую краевую детскую библиотеку. Какие профессиональные задачи стали для вас особенно важными на новом этапе? Да. Вы знаете, я библиограф-краевед, и для меня этот форум, как для практика, тоже очень важен, но я приехала на этот форум в качестве, я представляю мир детских библиотек Дальнего Востока России. И хочу сказать, что этот год особенный, этот год 100-летний юбилей Национальной республиканской библиотеки Республика Саха-Якутия. Библиотека. Вы понимаете, это не просто дворец книги, а это сердце национальной памяти Якутии. Сегодня Национальная библиотека Республики Саха-Якутия – это современный высокотехнологический информационно-библиографический центр. Это лидер в области национальной библиографии. Но также я хочу сказать, что меня как директора уже библиотеки связывают сегодня, вот уже это реалии сегодняшнего дня, это наша с вами жизнь, меня связывает многолетняя дружба. И
практическое сотрудничество, партнерство с детской точкой кипения. Это центр чтения, это такое креативное пространство детской книги и детского чтения в Якутске. Это великолепный коллектив. И я, конечно, жду от программы этого форума таких интересных идей, обмена опытом. И я надеюсь, что завтра полностью, представляете, вот полный день 17-го в рамках программы Конгресса будет наполнен и круглый стол, детское чтение в цифровом пространстве. Мы будем обмениваться опытом, будут презентации интересных практических кейсов по повышению читательского интереса детей. Затем это будет такое вступление, и мы перейдем к секции, которую мы очень ждем. Это библиография для детей и подростков. Вообще большая очень радость, что приезжают в рамках Конгресса специалисты высочайшего уровня. С нами будет Российская государственная детская библиотека. Поэтому все, что связано с детским чтением и книгой, завтра в течение дня мы приглашаем всех в детскую точку кипения. И это будет, конечно, интереснейшие дискуссии, обмен опытом, презентации интересных проектов. И для меня, я очень жду секцию номер 9. Это деятельность сети арктических библиотек. Это молодежно-библиотечный проект детской точки кипения национальной библиотеки. Проект интереснейший, уникальный, наверное, в масштабах всего мирового библиотечного сообщества. Нет такого проекта. Он создан именно якутскими библиотекарями и библиографами. И я хочу сказать, что эта секция для меня имеет практическое значение, потому что на этой секции я подпишу договор с Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия и стану партнером этого прекрасного проекта. И мы станем партнером единого информационного портала по сохранению культурного наследия языков народов Дальнего Востока, Сибири, Севера, Книгакам. Это тоже новый проект, который развивается в Национальной библиотеке Якутия. И стать частью этого проекта для нас огромная радость и большое счастье. Ну, вот вы возглавляете детскую секцию, получается, на форуме. Вот какой сейчас вызов? Понятно, что сохранение родного языка, безусловно, это очень важная тема, очень здорово, что она выходит в информационную сеть. А вот именно какая основная проблема, какой вызов стоит именно перед библиографами, которые занимаются детской литературой именно арктических и дальневосточных регионов? Вот что такого важного вы будете освещать на форуме? Да. Самое главное, я хочу сказать, что секция по арктическим библиотекам, да, и вообще северным библиотекам, она уникальна прежде всего именно своими проектами по сохранению языкового многообразия. Вчера у нас есть единый канал связи, и вы представляете, какое удовольствие, когда участники приветствуют друг друга, и звучит это языковое многоголосие. Это в красивых национальных костюмах. Приходите на эту секцию, секция номер 9, потому что она будет очень яркой и незабываемой по содержанию и наполнению. Чем они отличаются? Я вам сейчас скажу. Во-первых, очень важный момент, и я всегда благодарна специалистам Национальной библиотеки Республики. Ценность, самое главное, это в корпоративности. Библиотека всегда интегрируется и расширяет свою ресурсную базу, информационную базу, берет лучшие проекты. И то, что они являются таким лидером, они возглавляют этот проект, а мы являемся партнерами. Представляете, какая-то очень мощная сеть. Каждая библиотека арктическая, она уникальна, понимаете? И мы собираем в одно целое и культурное многообразие, и языковое разнообразие. И самое уникальное, что идет процесс взаимовлияния, взаимопроникновения этих разных культур. Это самый такой прекрасный процесс. И, конечно, я хочу отметить такую активность и всегда такую, знаете, инновационную направленность Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Все проекты по культурному наследию, по сохранению, по созданию сводных каталогов, по созданию информационных порталов. И здесь нет равных Национальной библиотеке. И я получаю предложение о сотрудничестве.
И, Раиса Вячеславовна, не хотели бы вы поучаствовать? Интересный проект мы разработали. Вы думаете, я читаю содержание? Нет. Когда я вижу команду Национальной библиотеки, я отвечаю сразу «да». Замечательно. Это здорово, очень высокая оценка. Ну и в завершение ваши пожелания библиотечному сообществу республики и участникам Конгресса. Пользуясь случаем, я хочу поздравить самую инновационную, прогрессивную, путь длиною век. За этим вековым юбилеем Национальной библиотеки Республика Саха-Якутия стоит титанический труд классных библиографов, сложившихся традиций. Вы знаете, девиз я прочитала, получив материалы Конгресса: «Сохраняя традиции, библиотека устремлена в будущее». Это абсолютно очень емко характеризует Национальную библиотеку. И, пользуясь случаем, я хочу пожелать высококлассному коллективу с прогрессивным директором Саргалана Васильевна Максимова. Возглавляет. Это одна из самых прогрессивных, креативных директоров Национальной библиотеки России. Я желаю процветания библиотеки. Я желаю успехов. И спасибо большое за ваше постоянное движение и мощную корпоративную силу этой библиотеки. Быть партнером библиотеки – огромное счастье. И спасибо большое за радушие, гостеприимство. Вы знаете, я говорю, что Якутск – это город улыбок. Здесь все улыбаются, и это радостно. Наверное, один из поводов, потому что сегодня торжественное открытие 4-го библиографического конгресса. Абсолютно верно. Спасибо. Безусловно, большое. спасибо. Спасибо вам за пожелания, и спасибо, что пришли в гости с утра пораньше. Будем ждать результатов Конгресса. Спасибо. Ну, а если говорить о произведениях, то, например, сегодня, 16 сентября, еще день рождения Джульетты. Вот такой у нас Конгресс открывается именно в такую замечательную тоже дату. На основании нескольких фактов, взятых из знаменитой шекспировской трагедии, доктор Джузеппе Вивани установил точную дату рождения Джульетты — 16 сентября 1284 года. Ну а знаете ли вы, что в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации. Письма не остаются без ответа, на них отвечают девушки из клуба Джульетты, основанного еще в 1972 году. Ну а какие еще знаменательные даты и события отмечаются сегодня, расскажет наша рубрика «Даты и события». На календаре 16 сентября. Сегодня Международный день охраны озонового слоя. По народному календарю в этот день отмечается память святой Домны Никомедийской. На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь, особенно старые изношенные лапти. К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед. Этот день в истории. Победа русских войск в Куликовской битве. Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке. Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В Москве создан Центральный театр кукол, ныне имени Образцова. В Монреале подписан протокол об озоноразрушающих веществах. В этот день родились Генрих V, английский король из династии Ланкастер, полководец Столетней войны; Джон Гей, английский поэт и драматург; Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал; Биби Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен; Питер Фальк, американский киноактер; Ангелина Вовк, советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, актриса, народная артистка Российской Федерации; Степан Кантоев, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, отличник народного просвещения РСФСР, кандидат мастера спорта по вольной борьбе, самбо, русские шашки, почетный гражданин Горного Улуса. Евгений Петросян, советский и российский артист эстрады, писатель, юморист, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей и Филипп. Но мы желаем доброго утра всем, кто к нам присоединился. В эфире самая семейная утренняя программа. Мы желаем доброго утра. Ну и, конечно же, продолжаем несколькими советами.
как сделать свою жизнь более спокойной и гармоничной. Доброе утро! В рубрике «Дела семейные» сегодня хочу поговорить с вами о 15 минут тишины. Не каждый может понимать понятие выгорания, эмоциональное выгорание. И как же с этим все-таки справиться, как отследить, что оно с вами происходит? Допустим, если вы мамочка, и вам сложно делать бытовые какие-то свои задачи, например, мыть посуду, убираться дома, готовить вкусную еду, вы от всего устали и ничего делать не хочется, у вас опускаются руки. Что же делают эти 15 минут? Как же они нам помогут? 15 минут с супругом планирование вашей стратегии жизни помогут вам выбрать вектор вашего будущего. Но можно также использовать эти 15 минут для того, чтобы побыть наедине друг от друга, заниматься делами, которые интересны только вам или вашему супругу. Как же на детях этот метод работает? 15 минут тишины. Что они делают? Что детки маленькие могут делать? Детей можно усадить за рисование, дать им возможность просто погрузиться в этот свой творческий процесс, а потом спросить его, что он нарисовал, о чем он думал, что он чувствовал и хотел ли он, чтобы с ним рисовали родители. Так вы будете сохранять вот это пространство, которое будет являться индивидуальным для каждого, но и даст возможность рассказать о своих чувствах, когда они находились наедине с собой. И это поможет не чувствовать это одиночество. Казалось бы, всего 15 минут. А как интересно можно его провести? Можно быть наедине с собой, с чашкой чая, с размышлениями о своем каком-то будущем, настоящем, или же планированием со своей семьей. Может быть, заниматься творчеством или все-таки уйти в какие-то спортивные свои увлечения. Но эти 15 минут действительно помогут вам перезагрузиться и восстановить вашу энергию для того, чтобы ваша обстановка дома была благоприятной и очень уютной. Замечательные советы, и скоро мы озвучим еще один, но уже для мужчин. Вопрос безопасности на воде – это не просто правило, это вопрос ответственности настоящего мужчины. Но быть ответственным не значит отказывать себе в удовольствии и от управления своим судном. Сегодня в нашей постоянной рубрике мы расскажем о том, как настоящие мужчины превращают свои лодки в надежные, продуманные до мелочей машины для рыбалки, отдыха и настоящей речной романтики. Это не просто тюнинг, это забота о себе и своих близких. В последнее время, последние годы увеличилось количество лодок ПВХ, лодочников, которые предпочитают вот такие вот достаточно мобильные комплекты, становится все больше. Но в этом есть, конечно же, свои плюсы. На такой лодке можно не только бороздить просторы реки Лена, таких больших крупных рек, но также с помощью водомета можно путешествовать и по горным рекам, по перекатам. Хотелось бы рассказать вам о том, как можно сделать тюнинг, да, что можно добавить на свою лодку, на ПВХ. Лодка в обычном виде, она обычно надувная, просто позволяет вам передвигаться по реке. Ну, а сейчас давайте начнем обзор наш с самого носа. Здесь мы видим бамперы, достаточно такие серьезные, то есть они позволяют повысить безопасность и удобство вытаскивания лодки. Например, если она застряла на перекате, можно взяться, спокойно ее поднять. Можно использовать как ступеньку и, соответственно, тоже такая многофункциональная вещь. Тент носовой, который можно открыть и, соответственно, положить багаж внутрь. Здесь устанавливаются бортовые номера для безопасности пассажиров и вообще для увеличения грузоподъемности лодки, то есть объема внутреннего, можно установить вот такие вот фальшборта. То есть это как бы будет дополнительная безопасность. Для того, чтобы забираться в лодку,
например, вы с мелководья хотите зайти сразу сюда, то есть так как борта достаточно высокие, это сделать сложно, но можно воспользоваться вот такой вот лестницей. Фиш-платформа для рыбаков. Здесь можно спокойно передвигаться, рыбачить. Сюда можно установить ящики, как в этом случае. Ну, здесь, кстати, достаточно интересное решение, потому что тут можно положить все, что угодно. Можно поставить канистры, какие-то другие вещи. То есть она не заточена именно под вот такие вот достаточно популярные боксы 700-е. Держатели для спиннингов, для рыбаков находится на торге. Торга — это вот эта вот часть. Вот такие вот держатели для спиннингов, для рыбалки. Соответственно, если вы передвигаетесь по глубоководной реке, по реке Лена, например, то вот здесь можно поставить в том числе и эхолот. Эхолот у нас отстегивается таким вот образом. Как видите, я практически одной рукой это делаю. И ставится в нижнее положение. Находится здесь, мотор ему не мешает, то есть никаких помех. И также закрепляется вот этим вот, соответственно, шпингалетом. Также по торге здесь у нас она достаточно необычной формы, как видите. Тут еще есть дополнительные поручни, за которые можно ее приподнимать, либо толкать. Ну, понятно, с мотором здесь у нас установлена водометная насадка. Водометная насадка, водомет и гидроподъем, то есть позволяет регулировать мотор по высоте. Так, ну теперь давайте перейдем внутрь. Сейчас я, воспользовавшись вот этой вот лестницей, зайду непосредственно на борт. Как видите, под тентом большое достаточно пространство для вещей. С этой стороны у нас установлено рулевое управление, машинка, газ-реверс и все приборы, которые необходимы. Еще два спиннинга-держателя, стандартный прикуриватель, также вольтметр и USB. Полка для пассажира, полка для водителя, мягкие сиденья, и которые поворачиваются. Здесь у нас открывается люк, и внутри большой бак вместительный. Если не ошибаюсь, тут где-то 140 литров. На 140 литров с уровнем топлива. В общем, достаточно удобно. И для развесовки лодки очень хорошо, потому что он находится в серединке. То есть задняя часть у нас особо не загружена. На дальний переезд можно так вот приоткрыть ее. И у вас открывается доступ для багажного отсека, куда можно положить также канистры, палатки, какие-то дополнительные вещи. Ну, друзья, я думаю, что если вы даже не водомоторник, то вам тоже понравилась эта лодка, как ее затюнинговали. И вот такой вот достаточно интересный вариант. То есть на этом примере можно сказать, что нет предела совершенству, и вы, как обладатель лодки, можете сделать любой тюнинг. Главное, чтобы было комфортно вам и вашим близким. Еще раз желаем доброго утра и отличного настроения. Да, ну, кстати, подробности смотрите в ближайшем выпуске передачи «Испытывал на себе», где я, тоже почти там много что сделал своими руками. Ну, не так, конечно, навороченный тюнинг такой на лодке будет, но, тем не менее, следите за эфирами и, напоминаю, передача «Испытывал на себе». Ну, кто бы сомневался. Мне кажется, половина населения такие: мы знаем, где это посмотреть подробнее. Ну, еще что-то там перехватить в социальных сетях Руслана Ачирова. Ну, это так, если кто-то забыл. Ну, вообще, рыбалка, охота, лодки — это увлечение больше для мужчин, но порой любовь к технике разделяют и прекрасная половина человечества. В мире высоких технологий и цифровых скоростей есть вещи, ценность которых только растет с годами. Это ретро-мотоциклы и автомобили. Для их владельцев это не просто коллекционные экспонаты, это живые существа со своим характером, со своей историей. Они требуют заботы, внимания и ответной любви, и в ответ дарят ни с чем не сравнимое чувство свободы и преданной дружбы. Подробнее о ретро-фесте в Улан-Удэ расскажем прямо сейчас. Ретро-фест прошел в Улан-Удэ. В парк Жанаева приехали раритетные автомобили и мотоциклы, которые не каждый день увидишь на дорогах столицы. Ну как же не поехать? Все, давай. Привет, красотка! Ну,
Да мама, едем уже. Подожди. Расскажи, как ты катаешься на мотоцикле. Вот так вот. Быстро. Юная Полина обожает ездить на старом мотоцикле дедушки. Возможно, о такой внучке мечтает и Анатолий Михайлович, но его внук увлечение дедушки не разделил. Когда был ребенком, пацаном, у меня был такой мотоцикл. Решил восстановить. Сперва хотел внуку сделать вот этот мотоцикл маленький, я вот 250. А внук сказал, говорит, мне нужен кроссовый мотоцикл. Когда покупал запчасти на этот мотоцикл, подвернулся вот этот, еще купил вдобавок и все. И поэтому решил восстановить два мотоцикла с коляской один такой. Сам владелец на железном коне ездит редко. Оно и понятно, раритету 60 лет. Мотоцикл Ява единственный иностранец на этой выставке. Родом из Чехословакии, поэтому найти детали было непросто. Но есть здесь и те, кто не дают скучать своей технике. Этому аппарату 55 лет, из них 20 он простоял в гараже без какого-либо хода. У него есть уникальная особенность, на нем нет поворотников, зато он до сих пор в родной краске. У меня в детстве же был такой, только не такой старый, конечно. Ну, погладить его, ну, как раньше вместо коня. Кони же раньше были, тоже фактически железный конь. Ну, конечно, душа есть. У каждой техники в советское время, мне кажется, имена были свои. У этого я не знаю, какое имя. Пока ему не дал. А у этого автомобиля имя заводское. Победа. В прошлом году самый пожилой участник выставки справил юбилей – 75 лет. Таких автомобилей в Улан-Удэ всего несколько, но почтенный возраст не мешает активному движению. Она и сейчас по городу нормально себя ездит, чувствует. По трассе, конечно, медленно, но если вы сами проедете на ней и посмотрите, как люди улыбаются, и, короче, даришь людям как бы радость. Ну а сейчас вы видите мечту любого советского ребенка. Ой, вот она, мечта любого советского ребенка. Мотороллер нашел, а москвич личный. То, что раньше мы в нашем детстве играли, катались, ностальгия, это уже ретро-выставка. По-настоящему выставочный этот экземпляр «Волги». Машине уже 60 лет, но внутри она будто только с завода. На восстановление у хозяина ушло 10 лет, и каждая деталь здесь оригинальная. Скажу честно, мне кажется, это лучший автомобиль, в котором я когда-либо был, потому что на самом деле никакой не DeLorean машина времени, а именно вот этот ГАЗ. Просто потрясающе выглядит, и вот это вот особое наслаждение. Вот так сделать. Кайф. Переносит в прошлое. Здесь даже запах у каждого автомобиля свой. В «Волге» свой запах, в «Жигулях» свой запах. Все это, видимо, я не знаю, что здесь напитано таким, что открываешь дверь сразу, и никакие там всякие очистители воздуха здесь ничего не сделают. Я просто вырос в такой машине. Я помню себя из детства, когда я вот здесь вот стоял. У папки моего была такая машина. Помню, вот до этой панели я только доставал ртом, но уже ездил на такой машине. И потом я задался задачей восстановить какую-нибудь, взять. Именно мечта ведет здесь многих к тому, чтобы обзавестись автомобилем с историей. Ну, видимо, из детства осталось это все. Как раз в то время, когда я был маленький, этот фильм и вышел. А у них в «Охотнике за привидениями» есть мигалки, но пока вот в таком виде. Потом изменю более такое, чтобы нормально выглядело. Я давно хотел именно вот 24-ю «Волгу», потому что она похожа на американские вот эти маслкары, мустанги, вот эту вот всю тему. И я с 14 лет ее хотел. Это карта мест, где я побывал на этой машине. Красными точками отмечены именно места, куда мы доезжали. А зеленые — это еще пока свободные места. То есть она очень выносливый автомобиль. Потому что она большая, тяжелая, и на дальние расстояния очень легко на ней ездить. И вот я воплощаю все свои безумные идеи, то есть чтобы вот как можно сделать и как она может выглядеть. Там экспонат есть, который полностью в стоковом состоянии. Автомобиль просто, так скажем, к сердцу лежит. То есть владели, даже родственники владели. Отец, брат, дед, весь мужской, так скажем, коллектив здесь владел. Сегодня мы собрали выставку ретро-автомобилей, ретро-мотоциклов, чтобы люди знали, что такими вещами занимаются в нашем любимом городе. Кто-то, может быть, в гаражах у себя ваяет какую-то красоту, устанавливает машины или мотоциклы, чтобы они познакомились, обменивались
запчастями, советами восстанавливали хорошие и красивые автомобили. Сергей Смоленинов, телекомпания «Аригус». Лабубу, Сигма и цифровой рубль. Одни из самых популярных слов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Слово года». Знаешь, когда ты сначала начал говорить, я такая, боже, опять он. О чем это вы? Ну, слова года делятся по сферам. В гуманитарной области президентами стали вера, лабубу, любовь, патриотизм, победа, переговоры, поиск и ценности. В технической сфере присутствовали такие варианты, как ИИ, алгоритмы, импортонезависимость, кибербезопасность, национальный мессенджер и цифровой рубль. Ну, такие достаточно серьезные слова в цифровой сфере по сравнению с лабубу. Да. При выборе всенародного слова пользователи могли сами внести предложение. Участники проекта выбрали слова «вера», «кринж», «любовь», «надежда», «перемены», «победа» и «тревожность». Самое популярное слово в 2025 году станет известно в декабре. Ну, на самом деле, мне кажется, очень сложно вообще выбрать самое популярное слово, что ты обычно используешь. Но вот последние несколько месяцев я почему-то думаю, что лабубу будет прям лидировать. Вот как ты относишься к этому такому чуду? Как-то... Твою семью еще не постигло нашествие? Особо нет, кстати. Вот мою тоже. А вот, кстати, учеников постигло. Правда, уже у каждого есть брелок. Больше для взрослых как-то. Нет, я тебе вот заверяю, что вот по своим ученикам я вижу, что прям браслетики, брелочки, прям вот жду, когда будет замещение чебурашкой. Вот очень жду. Ну, вообще, период это можно обсуждать бесконечно. Осень всегда интересно, потому что это дети пошли в школу, это какие-то краски. Осень навевает желание замереть у окна, наблюдая за окружением желтых листьев и, как в лучших кадрах из романтических фильмов, греть руки теплой чашкой чая. Ну, остается добавить в эту картину книгу, а вот что прочитать, а иногда и перечитать, давно знакомое с детства, возможно, уже со своими детьми подскажет наша постоянная рубрика. Здравствуйте, друзья! Шло теплое лето, и к нам пришла красавица осень. Красные, желтые, временами еще и зеленые листья. В общем, для нас все привычное дело. Но есть люди, которые ни разу не видели льда или снега. Как герой этого рассказа почувствовал как раз-таки себя на том месте, на месте человека, который никогда не видел льда. Я подразумеваю то, что он попал в такой же город, где он живет, но только все мега маленькое. Я говорю о книге «Гулливер в стране лилипутов». Книга о том, как мальчик мечтал стать путешественником, и он изучал географию и математику. И вот хорошая учеба и везение же привели его на корабль «Антилопа», где он и отправляется в свое волшебное путешествие. Когда он ехал на корабле больше полугода, началась буря. И тут же судно налетело на скалу и разбилось в щепки. Гулливер долго плыл и, наконец, почувствовал под ногами землю. Как только он выбрался на землю, сразу же заснул. Сколько он спал, неизвестно, но когда проснулся, он увидел солнце, которое светило ему в глаза. Он хотел потянуться, но не смог, потому что он был привязан к земле. Даже его длинные волосы были привязаны колышком, воткнутые в землю. А привязали его маленькие человечки, про которые подумал сначала Гулливер, что это букашки. И вот один из этих человечков забрался к нему на подбородок, и он, наконец-таки, потом разглядел в ней человечка, ростом не больше с указательный палец. Первая встреча напугала как и Гулливера, так и маленьких жителей. И первые дни пребывания Гулливера в стране лилипутов были ужасны. Лилипуты пытались защитить себя, кололи в него копьями, метали в него маленькие стрелы. Потом они его накормили, напоили, даже полечили и стали водить по нему экскурсии. Прошло много времени, и лилипуты, их животные, лошади перестали его бояться. А что было дальше, вы можете узнать в самой книге, прочитав ее. Вы можете найти ее в библиотеке или в интернете. Ну, в общем, приятного чтения, друзья!
Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. На Земле наблюдается самая сильная за 3 месяца магнитная буря уровня близкого к G3. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии. Исходя из мировых каталогов, в последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад, говорится в сообщении компании. Ожидается, что общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 дней. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга, пятницы этой недели. Киборги начнут появляться в конце уже 2030-х годов. Таким мнением поделился в интервью с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, отметил глава РАН. Робототехника станет более человекоподобной, эмпатичной и будет очень сложно отличать человека от киборга, добавил Красников. По его словам, для этого необходимо в том числе и создание сетей 5G и 6G. И далее. Эта цитата позволит создавать суперкомпьютерные центры, которые необходимы для обучения автономных роботов, пояснил глава РАН. В эти дни МГА «Слобода» отметила 373-й день рождения со дня основания. В этом году в рамках празднования Дня Слободы прошли традиционные праздничные мероприятия. Каждый год в День Слободы открываются различные общественные пространства, детские площадки, которые строятся по программе поддержки местных инициатив. Так, в этот день на 3-м километре Верхней Амги торжественно открыли смотровую с зоной отдыха. В центре Амги на площади Славы прошла осенняя ярмарка продажи с участием жителей и актива «Наслега». Божьей милостью у нас получилось организовать богослужение в этот день. Тем более, что сегодня престольный день праздника нашего храма по церковному календарю. Такое совпадение чудесное. И в связи с этим у нас необычное мероприятие. Была заказана икона великомученика Дмитрия Солунского в городе Москва, иконописцу. И эта икона была вручена Айсеном Сергеевичем на линии СВО заместителю главного священника от Московской патриархии протоиерею Петру Гриценко. В минувшие выходные в Уснере состоялся Кросс нации 2025. Масштабная акция была посвящена 80-летию Великой Победы. В забеге на дистанциях от 200 метров до километра приняли участие школьники и все желающие взрослые. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни – была достигнута. Все участники достойно преодолели дистанции под аплодисменты педагогов и родителей. Мы разделились на несколько подгрупп. Значит, дети 1 и 4 классы, дети 5 и 7 классы и старшеклассники 8 и 11 классы. Ну, в забеге участвовали по отдельности девочки, отдельно мальчики и взрослое население пробежали одним забегом в конце соревнований. Все были награждены грамотами, награждены были медалями. Большое спасибо всем, кто принял участие в наших соревнованиях. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В 2025 году Россия отмечает 85-летие системы среднего профессионального образования. В Якутии в рамках юбилейной даты для студентов колледжей и техникумов готовится широкая программа. Это спартакиада, конкурсы, фестивали. О программе празднования расскажет заведующий лабораторией молодежных инициатив кафедры профессионального воспитания и социальной активности молодежи Института развития профессионального образования Якутии Светлана Иванова. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но в эти дни студенты колледжей и техникумов находятся в Ставрополе на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Светлана Ивановна, кто из наших колледжей представляет республику и по каким направлениям? Ну, начнем с того, что региональный этап студенческой весны мы провели в марте месяце этого года. И по результатам отбора поехали на финал конкурса «Российская студенческая весна» 40 студентов из 6 профессиональных образовательных организаций нашей республики. Это студенты с Якутского медицинского колледжа, Жатайского техникума, Намского педагогического колледжа, Якутского педагогического колледжа, Якутского технологического техникума сервиса и колледжа цифровых технологий Айтын города Покровск. Наши ребята будут, уже представляют с 15 по 21
сентября региональную программу на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по 7 направлениям, по 7 основным направлениям. Это вокальное направление, танцевальное, медиа-видео, и инструментальное. И так далее. То есть лучшие из лучших поехали представлять республику на конечно основании же. конкурсного отбора. Но желаем им, конечно, удачи, но мы знаем, что вообще активность очень большая. Да? Ждем новости. Желаем удачи. Ну, я думаю, что непременно победа будет за нами, потому что всегда отличные вокалисты, прекрасные исполнители хореографических номеров, поэтому остается только ждать кадра. Но одним из самых ярких событий юбилея, да, безусловно, станет конкурс интеллекта, красоты и таланта. Мисс и мистер профессионального образования. Что ждет участников, какие будут конкурсные этапы и чем этот конкурс будет запоминающийся в этом году? Конкурс профессионального мисс и мистер профессионального образования у нас нынче проводится в 10-й раз, 10-й юбилейный, скажем, да. И будем проводить с 29 сентября по 2 октября, то есть 5 рабочих дней. Да? До прошлого года мы проводили целых 2 недели, в этом году сократили чуть-чуть, и этапы основные остались. Это, конечно же, талант, да? Презентация своего таланта, своей будущей профессии, это интеллектуальные этапы и, конечно же, дефиле. Подготовили для наших конкурсантов тренинги на личностную презентацию, мастер-классы, как по проходке модельной и так далее. Не будем раскрывать все секреты. Кульминационный момент будет проходить 2 октября на площадке молодежного фестиваля «Сполфест». Ну, по-моему, вообще очень интересно. И, то есть не только поучаствовать, но и как-то набраться профессиональных навыков в области моделинга. По-моему, здорово организаторы придумали. Ну, а в рамках празднования 85-летия СПО также пройдет республиканская спартакиада среди студенческих спортивных клубов. Где и когда она пройдет и по каким дисциплинам будут бороться команды? Но с 2022 года по поручению президента нашей страны были открыты спортивные клубы в образовательных организациях. В системе среднего профессионального образования студенческие спортивные клубы, клубами охвачено 100%, все охвачены. И с того же года Институтом развития профессионального образования проводится спартакиада для этих клубов. В первый год спартакиада проводилась на базе Намского педагогического колледжа. Во второй раз мы проводили в Западной Якутии, в городе Вилюйске, на базе Вилюйского колледжа. В прошлом году проводили в Южной Якутии на базе Алданского политехнического техникума. И в этом году проводим совместно с Якутским педагогическим колледжем, соответственно, в городе Якутске. Ну, по-моему, такая еще возможность узнать географию родного края, да? Поездить. Ну, мы знаем, что еще будет удивительная ярмарка, где горожане, получается, и не только смогут познакомиться с услугами, да, и вот колледж сейл сделано в СПО. То есть что это будет за мероприятие, где его можно посетить и познакомиться с продукцией, скажем, ребят, которые что-то могут сделать своими руками. Это наша ежегодная ярмарка. Обычно до прошлого года она проводилась на базе торгового центра «Кружала». В этом году будем проводить в ресурсном центре волонтеров Якутии по адресу Орджоникидзе 10. Ждем всех гостей и горожан нашего города с 12 до 17 часов вечера. В продаже, вообще в ярмарке участвуют студенты и их наставники. В продаже будет продовольственная продукция, хлебобулочные изделия, мясная продукция, копчености, колбасные изделия. Также будут сувениры, вплоть до, в прошлом году даже табуретки смастерили, продали студенты. И будут представлять свои услуги, услуги парикмахерские, визажисты, услуги репетиторства, то есть по своим будущим профессиям они предоставляют услуги, да, и, конечно же, гаражная распродажа будет, потому что продовольственная часть, она именно делается у нас в образовательных организациях, все готовится, да, в учебно-производственных комплексах. То есть студенты на практике все изготавливают, полуфабрикаты. Например, студенты Якутского сельскохозяйственного техникума будут продавать полуфабрикаты свои. Ну, это здорово, это самая свежая продукция. Да, Намский техникум обычно продает копчености, колбасные изделия собственного производства.
Ну и вкратце можно, наверное, еще затронуть молодежный фестиваль СПО Фест, который пройдет 2 октября, в День среднего профессионального образования. Что стоит ожидать в этом году и что было в программе прошлого, если можно вкратце? Ну, молодежный фестиваль СПО Фест мы проводим во 2-й раз только. В прошлом году был первый опыт. Изюминка фестиваля, на мой взгляд, является мастер-класс наших студентов. То же самое по будущим профессиям. Например, техники, информационные техники, да, презентовали в прошлом году, колледж цифровых технологий, виртуальную реальность, очень было интересно, электрики, например, как быстро добывать электричество, там лампочка загорается и так далее. Были наши социальные партнеры, активно участвовали, да, движение первых, навигаторы детства и так далее. И, конечно же, не обходится без песен, танцев, флешмобов, от вожатых и так далее. Спасибо большое. У вас столько мероприятий, можно очень долго говорить, поэтому, уважаемые зрители, посетите все обязательно, если вам это интересно. Ну, а мы с вами вынуждены попрощаться. До завтра. Пока.